Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Аркадак. Туркменистан и Республика Корея подписали соглашение о торгово-экономическом партнерстве. В какие 7 стран будут летать самолеты туркменских авиалиний зимой и другие новости. Национальный лидер туркменского народа совершил рабочую поездку в город Аркадак, в рамках которой ознакомился с архитектурными планами зданий второй очереди строительства. Глава Халк-Маслахаты дал указание обеспечить высокое качество строительства и отделки новой мечети, а также ознакомился с другими проектами объектов, строительство которых будет осуществляться в рамках второй очереди. В их числе парк Сагалык, проекты административного здания Хекимлика, Этрапа Горджоу, жилых домов повышенной комфортности и другие объекты. Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между правительством Туркменистана и правительством Республики Корея было подписано по итогам переговоров глав МИД двух стран. Перед церемонией подписания министры иностранных дел Туркменистана и Республики Корея детально обсудили приоритетные направления торгово-экономического взаимодействия, в том числе широкий спектр совместных проектов в промышленности, энергетике, цифровых технологиях, охране окружающей среды и других областях. Начиная с 1 ноября авиакомпания «Туркменистан» будет выполнять пассажирские авиарейсы в 7 стран – Россию, Турцию, Китай, Великобританию, Германию, ОАЭ и Индию. Об этом свидетельствует обновленное зимнее расписание на официальном сайте авиаперевозчика. Самолеты туркменских авиалиний еженедельно будут летать 5 раз в Казань, 10 в Стамбул, по 2 раза в Дели, Дубай, Пекин и по 1 разу во Франкфурт-на-Майне и Лондон. Столица Туркменистана присоединилась к сети творческих городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн». Ашхабад стал частью проекта наравне с еще 54 городами мира, которые обязуются развивать партнерские отношения для содействия развитию сферы культуры. Новые города были отмечены за их твердую приверженность использованию культуры и творчества в качестве своих стратегий развития и демонстрацию инновационных практик в области гуманистического городского планирования, говорится в пресс-релизе ЮНЕСКО. Фермеры Ахалского вилаята выращивают бананы сорта Кавендиш в пустыне. Для этого создали тропический оазис из теплиц, высота которых 9 метров, площадь 5 гектаров. В парниках высажено 10 тысяч деревьев. Банановые саженцы привезли из Турции, и в новых условиях они хорошо прижились. Деревья уже начали приносить первые плоды. Одна банановая гроздь весит 30-35 килограммов. Туркменистан и Турция откроют совместные дипломные программы в вузах, что позволит обеим странам принимать студентов на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Такой формат обучения стал возможен благодаря меморандуму о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Советом высшего образования Турецкой Республики по сотрудничеству в области высшего образования. Документ был подписан в рамках визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Турцию 25-26 октября. Кратковременное нарушение дыхания во сне, апноэ, может стать причиной раннего старения. К такому заключению пришли ученые из университета Сан-Паулу в Бразилии на основе исследования, в котором приняли участие 46 мужчин в возрасте 50-60 лет с умеренной и тяжелой формой апноэ. Проанализировав информацию о состоянии здоровья испытуемых, ученые выяснили, что у пациентов с апноэ быстрее укорачиваются теломеры, что является признаком клеточного старения. После смерти актера Мэтью Перри его автобиография «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» стала бестселлером Amazon в США и Великобритании, обогнав по продажам вышедшую на днях автобиографию Бритни Спирс. Книга о жизни знаменитого актера, опубликованная около года назад, пользуется большим успехом по всей Европе. Напомним, о смерти актера, прославившегося ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», стало известно в прошлое воскресенье. В рамках рабочей поездки в город Аркадак национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с эскизами эмблем для одноименной футбольной команды. Глава Халк-Маслахаты отметил, что логотип футбольного клуба должен отражать развитие национального спорта, в особенности привлечение молодежи к спорту, вывод на высокий уровень туркменского футбола и стать гордостью туркменских спортсменов. Футбольный клуб «Аркадак» был основан в апреле этого года. В чемпионате и Кубке Туркменистана он представляет одноименный город государственного значения. После 2 кругов «Аркадак» уверенно лидирует в национальном первенстве, имея 100% показатель – 48 очков в 16 играх. Футбольный клуб Абдешата из Канта досрочно стал чемпионом Киргизстана по футболу. В составе команды выступает защитник сборной Туркменистана Теймур Чарыев,
который присоединился к клубу в марте этого года. Абдешата выиграла национальный чемпионат во второй раз подряд. Серебряного и бронзового призера киргизской премьер-лиги определят команды Дордой и Бишкек. Напомним, что Абдешата также является соперником ашхабадского Алтынасыра и марийского Мерва в групповом этапе Кубка АФК. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.